Гүлнар Харисова, мына жыр язу, китап чыгару һәм шул ук вакытта балаларны укыту ул күп төрле тырышлыкны сорый бит инде. Менә сез ничек итеп балалар өчен җырлар яза башладыгыз? Нәрсәдән башланды бу һәм кайчаннан башланды? Тарихын сөйләп бетсәгез безгә. Тарихы бик простой. Бу җырларны мин әллә кайчаннан бирле инде җырларны яза башладым. Ну, первые песни свои я написала в начале 90-х годов. И почему именно для детей? Ну, потому что я работаю с детьми. Я поступил на работу в музыкальную школу в 80-м году, и с тех пор, вот уже 40 лет в этом году, я преподаю детям, и очень свою работу люблю, и детей очень люблю. Надеюсь, это взаимно. Но когда я сталкивалась с тем, что репертуар не всегда отвечает моим каким-то вот пожеланиям, требованиям, вот с того момента я и начала писать эти детские песни. Первые 5 песен я написала буквально за полчаса, сидя на кухне. Просто нашла очень интересный сборник «Разиль Вали» Исмагиловича Валеева. Он попался мне, настолько меня он вдохновил, и я буквально за полчаса, вот 1, 2, 3, 4, 5 песни, они мне просто... И из этого на следующий день еще 5 песен. И вот эти 10 песен, они, так сказать, сложились в сборник, в цикл, который называется «Кыяшкабек». Многие эти песни, как бы сказать, дети стали исполнять, им многие песни мои ученики исполняли, потом уже и следующие. Мне вообще мой муж говорит, детская музыка, конечно, она такая вот чисто для детей, но посмотри, сколько детей выросло на твоих песнях. И оно действительно так, потому что Кыяшкабек, потом следующей песни, следующий цикл был уже на стихи Гульшат апа Зайнашевой. Это просто тот самый случай, когда я была очень счастлива общению и просто гордилась общением с этим человеком, гениальной поэтессой татарской, которая доверила мне свои стихи, и у нас с ней получилось больше 50 песен. Это еще 3 замечательных цикла, на мой взгляд, чисто даже в художественном плане. И затем эти все песни, 3 цикла «Жырлы саннар», «Жайның жидетісі», «Алтын балык», вот эти все циклы, они вошли потом в детские музыкальные фильмы. И вот так вот пошло детские песни. Почему я их писала? Потому что я детей очень люблю, знаю, как они искренне относятся к тому, что они делают, с удовольствием исполняют, с удовольствием поют. И если им песня не нравится, они и петь ее не будут. Вот. На самом деле, вот все дело в этом. Почему именно для детей? Ну, видимо, вот то, что я с ними связана всю жизнь. Можно сказать и так. Менә хәзерге вакытка карасак, балалар өчен җырлар языламы? Менә музыка мәктәпләрендә балалар менә яңа язылган җырларны башкаралармы? Менә сез эшләгән музыкаль мәктәптә ничек? Мои песни исполняют не только в нашей школе, исполняют и в других школах. Вот, например, один случай расскажу. Ко мне подошел директор одной музыкальной школы и сказал, могли бы вы написать для нас песню, ну или гимн, или просто наша вот как бы карточка нашей школы, визитная. Я говорю, хорошо, хорошо. Я ему сделала песню на стихи Дании Гайнудиновой, называется «Яша Казан». Мы эту песню как бы посмотрели с этим директором. Он ее послушал, не сразу как бы он ее принял. Он говорит, что-то я не понимаю, вот что-то как-то сложноватое, наверное, дети не смогут, она какая-то вот сложная. Я говорю, хорошо, хорошо, вы ее возьмите, посмотрите. Нет, я переделаю. Через полгода они ее реализовали, они написали оркестровку мощную для нее. Потом в большом концертном зале эта песня получила свое исполнение. И вот с тех пор прошло уже 15 лет, и эта песня у них, она прочно в репертуаре, и я горжусь этим, что именно моя песня стала их визитной карточкой, и она исполняется постоянно, и каждый год, вот недавно она вошла в сборник их, и они эту песню как бы считают своей, одной из самых любимых.
Вот. Ну, и в других школах тоже, конечно. Вы понимаете, когда руководитель подбирает песню своим ученикам, коллективам, хорам, он, конечно, старается, если это музыкальная школа, он старается в основном классические произведения подбирать. Само собой, это правильно. Но если он берет татарскую музыку, я думаю, я свою лепту в это внесла, потому что столько татарских песен, наверное, в Республике Татарстан, детских вот именно, мало кто написал. Вот у меня больше 300 песен для детей, и большинство из них изданы, и, так сказать, увидели свет и на радио, на телевидении, вошли в фонды. И этим, конечно, я очень-очень рада этому, очень горжусь этим. И считаю, что, конечно, свой вклад я все-таки внесла в развитие детской татарской именно музыки, детской татарской песенной культуры. Вот. Например, недавно совсем я могу показать свой сборник, который увидел свет буквально полгода назад. Вот этот сборник, он совершенно новый, и этот сборник включает в себя 52 песни всего, издан тиражом 1100 экземпляров, издал его татарское книжное издательство. И сюда вошли также больше 20 детских песен. Из них много очень новых песен. И я тоже думаю, что вот эти песни все войдут, сказать, пойдут в народ ли, к детям ли они дорогу найдут. И самое главное, нашли бы отклик в сердцах детей и взрослых. Вот. Что касается детских песен, я сделала все возможное, чтобы их было как можно больше. Ну, а другие авторы тоже, конечно, пишут. Пишут для детей не только вокальную, инструментальную музыку, многие современные композиторы. Ну, я уж не буду говорить о том, что такие уже известные композиторы, как, скажем, Луис Батыр-Болгарен, она очень много для детей писала. Писали песни, конечно, татарские классики, слов нет, очень... И Файзи писала, и очень они тоже популярные, и до сих пор очень с удовольствием детьми исполняется. Вот. Что еще мне для детей хотелось сделать? Чтобы вот эти татарские, не только мои авторские песни, а вот именно татарские народные песни, чтобы дети их узнали. А ведь многие дети, даже татароязычной семьи, они вот этих народных татарских песен не знают. Почему? Потому что наши телевидение, ну, радио, они все-таки вот народной музыкой не очень-то, как бы сказать, заполняет эфир. И у меня была идея давным-давно, еще лет 20 назад, я собрала несколько любимых, не только мной и моей мамой, песен народных, и их обработала. То есть как обработала? Для фортепиано. И издала сборник под названием «Обработки татарских народных песен для исполнения в 4 руки». То есть там очень простая фортепианная партия для ребенка и чуть-чуть посложнее для педагога. И вот туда, в этот сборник, вошли такие исключительные просто песни, как «Злиха», «Дулкан», «Фазыл Шишмасы». И вот многие, конечно, педагоги, они эти пьесы очень часто используют в своей работе с детьми. Например, когда я только сделала этот сборник обработки татарских народных песен для исполнения 4 руки, это было лет 15-20 назад, наверное, она долго была у меня в рукописном виде. И вот когда я смогла это, например, издать, в одной школе, как мне передали, рассказали, сказали, говорят, когда она попала к ним в школу, они говорят: ой, наконец у нас появилась эта книжка. Так они ее долго искали, ну, потому что переписывали, там фотографировали и прочее. Ну, вот эта книжка, конечно, тоже как вклад, потому что татарскую народную песню должны знать дети, должны знать и взрослые уже, многие, которые проходят мимо этих народных именно, они слушают современную эстрадную песню, знают ее хорошо, а татарскую народную нет, а должны знать, потому что это каждая из песен — это жемчужина, каждая из песен — это просто, можно сказать, такой исторический шедевр. От чего зависит попадание татарского репертуара, допустим, шул ук вокал юнәлешенә или хорга, аны ул җитәкчедән торамы, руководительдән торамы? Ул менә хәзерге вакытта җырлыйлармы балалар хорларда, мәсәлән, татар әсәрләре керәме, юкмы?
Менә, конечно же, ул, конечно, руководительләрдән тора. Самое главное, мой руководитель, если татароязычный, он свои татарский. Вот я знаю, и зависит от родителей, конечно, от родителей. Вот, например, у меня внуки есть, и они вокалом занимаются. И я вот, можно было, конечно, и русские песни им давать, но у нас педагог татароязычная. И я ее попросила, я говорю, пусть дети поют только на татарском языке, потому что в школе татарского языка очень мало, 2 часа. Дома мы говорим на русском часто очень, потому что татарская речь уходит, к сожалению, потому что мы сами русскоязычные. Почему? Мы очень часто забываемся, переходя на русский язык. Свой родной язык мы знаем, но автоматически переключаемся, потому что на работе на русском, в институте на русском, в школе на русском, в музыкальной школе на русском, везде на русском, совещание на русском и так далее, и так далее. Общение с русскими, естественно, на русском и с татарами на русском. И вот для того, чтобы, например, мои внуки хоть как-то с этим татарским языком все-таки были ближе, я вот такую цель поставила, чтобы через татарские песни они хотя бы изучали свой родной язык. И наш педагог, Тамшегаль Наильевна Камаева, она изумительно с этим справляется, и она сама прекрасная певица, и очень хороший педагог, ученица тоже прекрасного педагога Венеры Гараевны в музыкальном училище, она ее учила. И тоже. То есть, вот понимаете, вот педагогов таких татароязычных очень ведь мало осталось на самом деле. Кто-то увольняется, кто-то уходит на пенсию, кто-то вот просто уходит и вообще даже из этой профессии иногда. Бывает и такое. И это очень жалко, потому что все-таки одно дело, ты, если поешь, хорошо поешь на английском языке, очень хорошо поешь на русском языке, а на татарском языке тебе учить-то некому, по сути дела, понимаете? Поэтому я считаю, что вот на это тоже надо обратить внимание. У нас есть в училище, конечно, отделение татарское, а вот в школах теперь эти татарские отделения закрыли немножко. Вот. Хотя раньше, вот лет 10 даже назад, у нас такое, может быть, даже лет 15 назад, у нас в нашей школе было татарское отделение. У нас был целый стенд, где у нас, значит, вывешивались наши победы, именно связанные с развитием татарской культуры. Там у нас были наши и статьи на татарском языке, и какие-то даже песни там вывешивались на этом стенде. Ну вот сейчас немножко жизнь поменялась, динамичнее стала, и дети скорее больше знают английский язык, чем свой родной, между прочим. Идут в английские школы, очень хорошо знают английский язык, репетиторов и все прочее нанимают, а свой родной язык, к сожалению, он немножко отходит. Вот я почему говорю сейчас сама на русском языке? Потому что хочу, чтобы меня все поняли. Вот. И татарские песни, я считаю, что обязательно надо включать в репертуар. Обязательно. И не только вокальный, инструментальный тоже. Потому что очень много есть хорошей музыки, написанной композиторами, инструменталистами. Это и Рашид Калимуллин, и, конечно же, Назим Газиз Жиганов, и много очень такой хорошей, добротной, качественной, красивой музыки. И Алмаз Манасыпов, это уже классика у нас. Поэтому и надо исполнять ее обязательно, и обязательно включать в репертуар, конечно, если это вокалисты. И хоровую, конечно, вокальную татарскую музыку надо обязательно включать. Опять же, для того, чтобы дети в этом плане развивались, знали свою культуру, знали свой язык. Язык тоже непростой. Если в школе только на русском, татарский язык дается плоховато. Менә без ике теллелек турында сүз кузгаттык. Сезгә укырга татар балалары да килә дип беләм. Менә сез үз тәҗрибәгездән, опытыгыздан чыгып әйтсәгез, хәзер нинди балалар килә һәм, мәсәлән, 10-15 ел элек нинди балалар иде, татар төркемнәре бар идеме? Татар төркемнәре, конечно, юк. Юк. Но балалар килгәндә татарча сөйләшәбез алар белән. Мин татар баласы булса, мин аңа татарча сөйләшәм. Рус баласы булса, русча сөйләшәм. Мин аларны, конечно, кызлар булса, мин кызым диям, балалар булса, улым диям. И, группаларга, андый татар группаларга без алай возможностьлар юк. Потому что анда тонкостей очень много. Во-первых, расписание.
Да, сколько человек в группе. У нас же свои какие-то есть рамки, которые мы не должны нарушать. Если в группе должно быть не меньше 6 человек, 6 человек набрать именно 2 класса, именно татароязычного, очень непросто. Один человек во 2 классе, другой в 6 классе. Татароязычные дети есть. И если у нас есть такая возможность, мы с ними разговариваем по-татарски. Если мы умеем. Вот. У нас были педагоги, которые издавали книги свои на татарском языке. Это, например, учебник сольфеджио был. Дильбара Загидуллина, преподаватель консерватории, она издавала этот сольфеджио для татароязычных детей именно на татарском языке. Вот. Потом издавали эти книги по сольфеджио также педагоги нашей школы, но это было давно. Учебник сольфеджио преподаватель Татьяны Константиновны Черезовой и Диляра Ильхамовны Гайнудиновой. Эти учебники были очень востребованы в свое время. И мы с Дилярой Ильхамовной, кстати говоря, в свое время тоже сделали сборник диктантов по сольфеджио на татарской музыке, основан на татарской музыке. Она сделала для старших классов с 5 по 8, там были произведения, там отрывки произведений композиторов-классиков татарских. Вот. А я с 1 по 4 класс сделала методическую раскладку чисто татарских мелодий. Вот. Кто-то их использует, кто-то не использует. Оно есть. И хорошо, что оно есть. Но методик очень много у сольфеджистов. Я сольфеджист. Вот. Поэтому я говорю, сольфеджисты, они используют разную методику. Кто-то работает по одним учебникам, другие по другим. Но хорошо, когда их много. И есть альтернативы. Есть выбрать. Хочешь татарскую, хочешь русскую, хочешь украинскую. Я очень люблю украинские мелодии, например. И когда я сделала свой, кстати говоря, сборник, этот «Секреты нотного стана», вот это учебник по сольфеджио я сделала тоже. Это тоже учебник, которым я очень горжусь, потому что это сборник под названием «Секреты нотного стана». Это на самом деле музыкальные грамоты сольфеджио для начинающих. Что сюда вошло? Сюда вошло то, что порой недоступно родителям, потому что родители, не понимая этого предмета, они детям не могут помочь. А я создала такой сборник, в котором есть все объяснения, все правила с 1 по 4 класс. И здесь, конечно же, много очень примеров музыкальных, в том числе татарских, и украинских, и русских, и очень много теоретических таких методических объяснений, которые помогли бы людям разобраться в этом огромном количестве теоретических сложностей, благодаря которым некоторые дети отказываются от обучения в музыкальной школе, говорят, нет, я не пойду на сольфеджио, я его не понимаю. Такой сборник есть, который даст им возможность и понимать, и полюбить, и использовать для себя в учебе. Вот. Поэтому татарские, так сказать, сборники, которые были изданы, это и Загидуллиной, и Черезовой, они, конечно, тоже, это огромный вклад их в развитие именно татарского такого направления в музыкознании, то есть именно в теории, так сказать. У них там свои словари. Очень хороший словарь был у Алмазова с русского на татарский язык. Все эти терминология теоретическая, там темпы, там обозначения, какие-то ускорения, замедления и так далее, громкости там, и так далее, динамики, я имею в виду. Они все переведены на татарский язык и использовались. Но у нас была школа при 2-й гимназии, она была татарская. Это татарская музыкальная гимназия была. К сожалению, она была, мне кажется, стала сейчас другой школой. Она там, по-моему, это 32-я сейчас школа. И на базе той школы там очень много проводилось таких каких-то нововведений в татарском. Как раз Диляра Ильхамовна Гайнудинова очень хорошо в этом направлении работала. Уехав из Татарстана, она находится очень-очень далеко, и она там свой вклад, как татароязычного педагога, она, так сказать, внесла в развитие именно татарской культуры далеко за пределами Татарстана. Во-первых, она своих всех детей, у нее 3 детей, она научила так татарскому языку, что они его знают лучше, чем мы все.
ну, я имею в виду вот обычных людей, которые живут в Казани, которые русскоязычные татары. Во-вторых, она организовала там свой ансамбль, «Былбылым» называется. «Былбылым» собрал американских бабушек, тет, женщин, девушек, юношей. Они там, значит, поют наши народные песни. Кстати, для них я очень много тоже обработок делала, потому что мы на связи всегда и помогаем друг другу. И я очень тоже горжусь, что какие-то мои песни они исполняли. И, как сказать, дети ее тоже исполняют мои песни. Некоторые они даже записывают и выкладывают в интернете. Я хочу сказать, люди, которые живут в Татарстане, они, вот само собой есть, оно и есть. А те, которые живут далеко, они это гораздо больше этим дорожат, мне кажется. И очень ценят это, и поддерживают это. И это очень ценно. Поэтому татарское направление в музыкознании, в теории музыки, оно у нас, к сожалению, сейчас немножко пошло на спад. Но это бы неплохо было бы поднять. Я думала о том, что вот эту вот книгу, например, издать на татарском языке. Ну, это вполне реально. Может быть, мы это еще и сделаем, Аллабриса. Вот. Поэтому татароязычных детей, в принципе, очень много. И они приходят и любят очень исполнять татарскую музыку, и инструментальную, и вокальную. Это очень ценно. Сіз ижад еткән җырлар сериалларда да урын алды. Шул ук Яңа елда бергә булыйк, Ерактагы йолдызым һәм башка сериаллар күп кенә тамашачыларның күңелләренә хуш килде. Һәм менә шушы сериалларга җырлар ничек туды, ничек язылды, шушы тарихны да сөйләп китсәгез иде. Это отдельный пласт в моей творческой биографии, который тоже я очень горжусь и очень счастлива, что этот период моей жизни состоялся. А дело в том, что в конце 90-х годов, когда я написала вот свой первый цикл «Каяшкабык», я потом, ко мне, когда услышали эти песни, во-первых, эти песни все мы записали на радио. Дети как раз вот той татарской музыкальной гимназии, которая была когда-то, где сейчас находится 32-я музыкальная школа, там была такая вот как раз Диляра Хамна Ганудина. Мы с ней эти песни все выучили, реализовали, записали на радио. И когда люди, ну, конечно, аранжировки сделали, и когда люди услышали вот эти песни, они стали ко мне обращаться с какими-то еще предложениями. И вот одно из предложений меня очень обрадовало. Ко мне обратился режиссер Нурания Замали, который предложил мне написать цикл песен на стихи замечательной, гениальной, можно сказать, татарской поэтессы Гульшат Апа Зайнашевой. Цикл назывался «Бестабига дуслара» «Мы дети природы». И на это предложение я с огромным удовольствием откликнулась, потому что, во-первых, мне было интересно, очень я дорожила вот этим доверием ко мне. И Гульшат Апа Зайнашева, она мне вот эти все тексты передала, и я с огромным удовольствием, кстати, очень быстро написала вот эти 7 песен. Дети взялись исполнять из одной музыкальной школы, где руководителем была ее дочь Асия Мухаммедовна Зайнашева. Асия Мухаммедовна, она настолько была в работе, я имею в виду, она сейчас такой светлый и очень, так сказать, любящий детей человек. А когда она работает, она сейчас просто не работает уже, а тогда она была руководителем, и так она с этими детьми такую огроменную работу провела, огромную работу провела, что этот цикл буквально вошел в жизнь буквально месяц-два. Мы тоже так же быстро аранжировки сделали, потом эти песни. Вот так вот начались вот эти песни, вот эти фильмы, работа на телевидении. Нурания Ханом Замалеева, мы с ней потом так долго сотрудничали, и вот у нас сложился такой вот, я не знаю, тандем — это когда 2 человека, это вот мы втроем. Асия Зайнашева, Нурания Замали и я, мы втроем сняли с ними, вы знаете, сколько фильмов? Ну, в общей сложности 19. Это огромное количество, сюда я могу перечислить все. Во-первых, 6 авторских фильмов, то есть я предлагала песни, они входили в цикл, мы снимали, делали аранжировки, готовили детей.
потом снимали видеосъемки, потом это все монтировалось, причем монтировали мы всегда вместе, чтобы, как бы сказать, идея, так сказать, нашего сотрудничества, она была как бы совместной. Вот. И очень помогал нам также в этой работе руководитель детской музыкальной школы номер 5 Эльвира Галиуллина, который тоже давал нам своих детей, который разучивал с детьми вот эти все песни. И, например, одна девочка у нас была такая уникальная, Ляйсян Асхатова. Она с 4 лет вообще там пела, и, кстати говоря, она тоже из этой же татарской музыкальной гимназии, потом перешла к нам поближе, и, так сказать, мы ее вот с 4 лет как начали воспитывать. И так, она выросла, сейчас она в университете преподает, и поет, и сочиняет музыку. И я хочу сказать, что все это, конечно, не просто так вот складывалось, потому что, когда вот мы работали втроем в этом, сказать, содружестве, это Нурания Замали, Асия Зайнашева, я, и еще у нас Эльвира Галиуллина, которая тоже очень нам в этом помогала, и ее дети, с которыми она работала и проводила тоже эту работу. Это вот такой период времени очень интересный, очень. Мы выезжали на природу, мы снимали эти фильмы. Знаете, вот сколько фильмов, некоторые из них, кстати, до сих пор, по-моему, показываются. Это вот, например, «Жайның жиды», это изумительные там песни, их, там есть несколько песен, которые исполняются, и некоторые называют их даже хитами. Например, «Кызыл Сары», вот эта песня, ее Светлана Гильзеева пела. И потом «Жайның жиды», потом «Жирлы саннар» тоже песня, где тоже участвовало 3 музыкальные школы, которые 3 руководителя, и они готовили этих детей. И все это, конечно, очень было вот как-то в то время, когда как раз Нурания Замали, она работала в детской редакции, она руководила им. И мы очень большую в этом плане счастливую жизнь прожили там. Потом времена поменялись, что-то поменялось, пошли другие какие-то цели. И вот сериалы. Сериалы тоже так же. Это как бы режиссер ищет себе композитора, находит его и предлагает. И вот когда мне предложили, например, написать песню для Яна Елдабырга Булык, это тоже Нурания Замали. Вот. И я очень дорожу тоже общением с ней, и я считаю, что я бы, может быть, и как бы не стала это все делать, если бы мне как-то не подталкивали. Она буквально меня заваливала работой, и она знала, что она говорила: так, Сёня, у нас 5 декабря, у меня 31 должен выйти фильм. Тебе надо написать 11 песен, 11 аранжировок, выучить 11 там и так далее, и так далее. Вот мы вот все это бросал, значит, в работу с головой, плюс еще своя же работа, плюс своя семья и дети, прочее, прочее. Вот, то есть приходилось очень напрягаться сильно, но результат, конечно, был всегда замечательный, и мы с ней очень много таких вот спектаклей, «Шах Махбаш», и, например, у нас было «Сырлы Табигат», потом перечислить сейчас даже не смогу, но много. И авторские фильмы были и для взрослых, например, «Хан Кыз Нурсултан», или, например, «Ирактаг Йылдызым». Вот «Ирактаг Йылдызым» — это тоже Нурания Замали, потому что насколько мы как-то совпадали по мироощущению, по нашему взгляду на исполнителя, например, на аранжировки, или вот ей нравилось то, что я делала, а мне нравилось то, что она делала. Но нам часто исполнители, вот, например, это «Ярактаг Йылдызым», мы долго искали, кто бы мог исполнить эту песню. Пригласили несколько человек, устроили кастинг, они все выучили эти песни. И вот почему-то Данис Закиров нам запал, вот и все. И вот он в итоге потом занимал высокие рейтинги в этих парадах с этой песней. Удачно очень записал. Мы вот все это очень, как бы сказать, все держали на контроле. И как бы все это вместе с ним везде ходили на записи, где-то бэк-вокалы сами все это прописывали вместе с ним. В общем, эта работа тоже была, которая была толчок, который дала Нурания Замали. Вот я в этом плане, конечно, считаю, что вот это было очень счастливое время, когда вот человек тебе доверяет свою работу, и потом ты полностью можешь реализоваться в этом. И вот это просто, я считаю, что мне повезло вот с моими друзьями, с моими как бы соратниками, что ли,
с авторами, с поэтами, поэты тоже. Поэты доверяют свои стихи, и я, конечно же, не могу вот просто какую-то бельберду написать, там, ну, однодневку песню. Я стараюсь, как бы сказать, так, чтобы она и в душу вошла, чтобы она и... Ну, я лирик по натуре, поэтому песни в основном у меня, конечно, лиричные. Поэтому, может быть, многие песни и не так быстро уходят в народ, потому что народ-то любит, он все-таки в основном такой позитивно веселый. Вот. Но, тем не менее, эти песни тоже, как бы говоря, входят в душу. Ну, например, пример тому песни из фильма «Ирактаг Йылдызым». Правда же, она лиричная очень, и она многим очень нравилась, и нравится, и самому Данису очень она нравилась, он ее часто очень исполнял. Вот. Менә сез бит әле көйләр генә язмыйсыз, балалар гына укытмыйсыз, үзегез дә җырлап алгансыз дип беләм. Шул өлкәне дә сөйләп китсәгез иде. Менә җырлау бит инде ул икенче төрле әйбер. Сезне ничә ел буена хорда җырлаганыгыз дип беләм, аңа кадәр билгеле булган вокаль-инструменталь ансамбль Орфей дип аталган, шунда башлаганыгыз дип беләм. Менә ничек кирип киттегез җырлауга? Ничек җырлый башладыгыз? Мен жырлыйм гомер буйма. Я пою всю жизнь, и теперь на сольфеджио пою. Вот. Но с детства, когда-то очень давно, когда я еще в 7 классе учился, меня взяли в вокальный ансамбль, назывался он «Красный гвоздика». Оттуда, когда попела, когда мне исполнилось 15 лет, я сама, можно сказать, навязала себе одному вокально-инструментальному ансамблю, назывался он «Кругозор». Потом он переименовался в «Звуки времени», но потом мы уже с этими исполнителями этого ансамбля, я с ними уже очень много лет пропела, то есть у них была солистка. И так вот много лет мы с ними выступали, где-то в конкурсах участвовали, потом даже какое-то время я была руководителем, ну, буквально короткий период, руководителем этого «Звука времени». Это довольно-таки известный был коллектив в 70-80-е годы. Вот. А потом в конце 70-х годов, вот, когда мы работали в лагере Волга, в международном лагере, вот именно на площадке того международного лагеря, который еще на берегу находился, не который вот сейчас вот за дорогой, а там туда приехал руководитель вокально-инструментального ансамбля «Орфей», который в то время только начал формироваться, набирал своих исполнителей, и туда меня пригласили работать, и солисткой тоже. И, ну, поскольку я очень люблю тоже петь, я с удовольствием чуть консерваторию не бросила. Но все-таки я в итоге, как бы сказать, поработала и не бросила, Аллах ашкар. Вот. И вот в «Орфее» поработала какое-то время, мы записывались, мы пластинки свои записывали, и участвовали в телевизионных передачах, и участвовали в конкурсе знаменитом в то время. Это всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни, в котором в жюри сидели Иосиф Кобзон, Флерковский был председателем жюри, Эдита Пьеха была. И вот на этом конкурсе очень-очень, так сказать, высокого, так сказать, полета этого конкурса мы заняли 2-е место. И это «Орфей», конечно, ну, я не говорю, что это только моя заслуга. Там был исключительный, как сказать, коллектив. И кроме меня там была еще одна солистка Гузель Ахмедшина. И, как бы сказать, мы с ней до сих пор общаемся и все это обсуждаем, и вспоминаем, какая это была тоже интересная жизнь. Гастроли были, поездки были, общение было. И с сестрами Зайцевыми мы работали, и с Вишневской мы работали. И, в общем, было очень интересное тоже время тогда. После этого, конечно, мне пришлось в консерваторию все-таки вернуться, чтобы закончить ее. Закончила ее, потом что я в педагогику ушла. Но мне вот все время не хватало вот этого, ну, хочу петь, вот, ну, нет. И вот когда консерваторию заканчивала, ко мне подошла руководитель, вообще-то педагог, великий педагог, я считаю. Это моя любимая педагог, хормейстер Алевтина Владимировна Будлакова. Она профессор Казанской консерватории, сейчас уж она на пенсии. И вот она говорит, ну, она подошла ко мне и говорит: Гуленька, не хочешь попеть? Я говорю: я всегда хочу. Приходи ко мне в хор. И вот куда она, туда и я. В какой хор она, туда и я. Потом был большой перерыв у меня, лет 15, там, ну, по семейным обстоятельствам дети. А потом уже
вот она вновь нас всех собрала в 94 году, когда у нее первая поездка была за рубеж, и она собирала коллектив, у нее был уже этот коллектив, просто она его обновляла, расширяла, чтобы поехать за рубеж и участвовать в конкурсе. И вот тут я опять, значит, ей попался на глаза, и она меня пригласила, и я после этого же я с ней уже пела еще лет 10, наверное. То есть в хоре вот стоят молодежь, и я стою. Мне нравилось, и я пела в хоре. Мы ездили, были и в Италии, мы пели в Ватикане. Я там, в основном я в альтах пела. Вот. Хоровая музыка – это, конечно, отдельная совсем эта история. Дело в том, что хоровая музыка, она особенная, когда 30 человек дышат в ритме в одном, когда 30 человек должны петь один звук, когда все вместе должны убавлять этот звук, когда все вместе делают там кульминацию. И, конечно же, очень много зависит от руководителя. И опять же говорю, мне вот как-то везло все время. Вот Алевтина Владимировна Булдакова, мне с ней просто, очень повезло, потому что это мой педагог до сих пор. В том плане, что я, даже когда с своими детьми работаю, я говорю ее словами. Она очень начитанный человек. Она учит не только петь, она вообще просто высокому искусству всех обучает. И вот я хочу сказать, вот это пение, конечно, оно мне очень нравилось. И вот в общей сложности я у нее 30 лет пел. Вот этим все сказано. А после того, как у нас этот коллектив немножко так уже разошелся, вот осталось одно пока сольфеджио. Гүлнар Харисовна, сіз музыкаль гаиләдән. Сезнең бит әле бер туган абыйгыз Шамил абый Тимербулатов та бар иде. Менә гаиләдә ике композитор булу, ул ничек? Менә сез ничек аралаштыгыз гомумән? Ничек, нинди мөнәсәбәтләрдә яшәдегез? Какие у вас были отношения? Как это два человека, музыканта в семье? Син ялгышасың. Без анда икәү генә түгел. Нас там трое. Во-первых, мой брат, мархум, да. Я считаю себя, поскольку я не получала специального композиторского образования, они композиторское получали образование, он учился у Анатолия Борисовича Лупова, и его дочь, она тоже профессионально обучалась композиторскому. Я считаю себя все-таки самодеятельным композитором, хоть моя музыка может быть и хорошая, там, и всякая, и она исполняется, но все-таки я этому не училась. Я это сама, вот как дошла до этого, так и дошла. А они учились этому, они, как сказать, мой брат, он профессиональный композитор, это, конечно, целая эпоха, на самом деле. Его симфоническая музыка, он композитор-симфонист. И это очень крупный композитор. И я считаю, что вот это любимый ученик Анатолия Борисовича Лупова. Он об этом сам всегда говорил. И, конечно же, та музыка, которую с удовольствием исполняли такие дирижеры, как Александр Сладковский. И это не просто так, потому что настолько у него была необычный, настолько у него язык был необычный, настолько у него была очень мощная энергетика в его музыке. И он, конечно, писал крупную в основном музыку такую. Он и балеты писал, конечно, и симфонии, и вот поэмы какие-то очень такие интересные. И какие наши отношения? Наши отношения такие, что он, например, доверял мне послушать первый какой-то фрагмент. Доверял. Я как музыковед со стороны говорила, да, это очень интересно, но вот здесь вот можно было покороче. Он мне доверял. Вот. И вот это тоже мне было очень, для меня это важно было, что он мне доверяет. Вот. Я ему тоже показывала свою музыку. И часто очень показывала. Иногда он говорил, что, тоже какие-то советы. Мы обменивались советами. Но в основном не вторгались, конечно же, в творчество, в пространство друг друга. Вот чему я очень благодарна, он последние годы своей жизни, короткой, к сожалению, очень, он мне очень помогал по оркестровке. Вот я просто как на работу к нему домой ходила 2-3 раза в неделю. Он говорит, так, ты должна приехать ко мне, нам надо вот это, вот это, вот это. И он мне по оркестровке очень много натаскивал, показывал, рассказывал. Тоже, вот. А с его дочерью, с Гульнарой, я вообще об этом молчу, потому что это в семье стержень, это просто молодец, и талантливая, и очень трудолюбивая. Она
профессионал большой тоже, очень хорошая у него вокальная лирика, очень много детской музыки написал, которая, кстати, очень хорошо распространяется, и ее очень исполняет с удовольствием. Гульнара Тимирбулатова. Вот. Ей тоже надо, конечно, серьезную, ну, я имею в виду симфоническую музыку писать, но, видимо, она к этому идет уже, она много работает, и в этом плане, конечно, она боец. Вот боец, потому что жизнь сейчас, сами понимаете, непростая для композиторов, и приходится порой очень нелегко. То есть, ну, вообще у нас в этом плане в семье нет такого там ревности какой-то или там ой, я хуже, ты лучше, такого нет. Если у меня издается книга, они ее ставят вот так вот на полку, и она стоит у них. Если, допустим, у меня какой-то концерт, они приходят. Если у них концерт, я иду с цветами. То есть у нас в этом плане мы очень поддерживаем друг друга, у нас очень в этом плане дружная, Аллаху шукр, семья была. Ну, Шамиль рано ушел. Такая судьба, видимо, короткая. Но он оставил очень много хорошей музыки, и до сих пор она исполняется, и до сих пор она... Я думаю, что у нее длинная, долгая жизнь будет, Бог даст. И желаю того же Гульнаре, чтобы ее музыка тоже жила долго, и чтобы ее исполняли. Вот. Агидар Харисовна, сіз бит инде балаларда укытасыз. Шул ук вакытта төрле проект белән дә эшлисез, име? Анда телевидениеда, радиода. Шул ук вакытта гаиләдә бар. Менә шул өч әйберне бергә алып бару өчен сез бит инде ничә ел буена шулай бергә алып барасыз. Менә хатын-кыз өчен ул менә ничек? Ничек моны булдыра аласыз? Как это все возможно вынести на себя? Алхамдулиллах. И если кто знает мою жизнь изнутри, он, конечно, да, удивляется. Жизнь очень сложная на самом деле. Тут много всяких семейных таких тонкостей, которые я уж не буду рассказывать. Но я хочу сказать, что нелегко, но возможно. Хыдай миңа кыш бирсен, сабырлык бирсен. Ну, миңа Хыдай булыша, Аллаха шүкір. Шуңа күрә мин и балалар белән дә как бы успеваю, и с внуками бегаю, и по школам, по музыкалкам развожу, на футбол вожу внука, и на работу успеваю. У меня нагрузка огроменная, огромная просто. Там не одна ставка, а две там и больше. Вот. Ну, плюс там, конечно же, надо и приготовить, и купить, и еще и заработать надо, и так далее. И в сад еще у меня есть. Туда еще надо съездить успеть, и цветочки полить, и порезать там что-то. Вот. Ну, вот Бог дает мне пока силы, Аллах шукр, и пока вот бегаем, крутимся. Мне на улице, когда знакомые мои встречают, они говорят: ой, ты всегда бегом. Я говорю: ну, бегом так бегом. Потому что пешком ходить времени нет, просто так. Туда бежишь, сюда бежишь. Вот. Но что касается проектов, проект у нас еще интересный есть. Например, мы создали, еще покажу еще один сборник свой, который, вот эти все три книги, кстати, это изданы вот в этом текущем 2020 году. Все три. Это огромная работа. Вот. И вот эта книга, я особенно ей горжусь тоже. Это книга для струнного ансамбля, для скрипачей. Вот этот проект, он просто случайно возник. Ко мне подошла одна педагог, моя коллега Ирина Петровна Щелкова, у которой я работала концертмейстером. Она говорит: вот надо вот как-то вот татарскую песню надо нам на скрипке тоже играть. И вот мы взяли, значит, несколько мелодий моих, и я вот это «Волшебный смычок» Тиган сборник сделала. Вот. И самое главное, что потом Ирина Петровна, она сама тоже начала, увлеклась и тоже свое стала делать. И она издала 2 сборника. И таким образом у нас получился такой, знаешь ли, вот тоже союз. И опять педагог ее по скрипке, Марат Гакиевич Ахметов, профессор Казанской консерватории, он, когда услышал эти наши произведения, он сказал: девочки, я хочу это играть. Мы говорим: мы тоже хотим. И мы создали трио. Называется это трио «Акцент», на самом деле. Мы потом уже дали название ему, и мы все втроем стали исполнять нашу музыку. Она для 2 скрипок, фортепиано. Я работала на фортепиано, значит, концертмейстером была, и они дуэтом играли и играем, ну, то есть эту музыку. Мы на конкурс в этом году, вот 2 конкурса, 1 место заняли, международный тоже, нашим трио.
Там, правда, другой был состав немножко, но неважно. Во всяком случае, вот этот проект, мы его назвали так. Авторы, исполнители детям. То есть мы сами авторы, мы сами исполнители, и все это адресовано детям. Таким образом, у нас получился концерт минут на 40 из наших произведений. Из них один блок мой и второй блок Ирины Петровны Щелковой. Вся эта авторская музыка исполняется нами троими. Мы объездили уже много-много деревень в Татарстане. В Зеленодольске были, в Верхнем Услоне были, еще где-то были. В общем, много ездили. В Казани выступали в институте дополнительного образования, мы давали там мастер-классы и вот эту музыку. Когда люди услышали нашу музыку и наше произведение вот в составе трио, они говорят, дайте нам ноты, дайте нам ноты. Ну, мы, конечно же, с удовольствием это все раздавали, потому что, ну, раз им нравится, значит, это будет исполняться. Но оно исполняется, на самом деле, вот, после конкурсов каких-то нам говорят, а мы твою музыку слышали, а мы твою скрипичную вот это слышали. Даже присылает видео, мне вот недавно Лилия Тагирова была на каком-то конкурсе в жюри, она буквально сфотографировала мне вот фон, где написано Гульнар Беляев, Сарманские долины, и прислала мне. Было очень приятно, но на WhatsApp. Вот я хочу сказать, вот эти проекты, они все равно, как бы сказать, ну нельзя без них, потому что человек должен реализовать себя, должен реализовать свои, как бы сказать, потребности творческие. Если он будет только дом, кухня, как Алексей Владимирович Булгаков говорит, ну, не надо к этим кастрюлькам возвращаться. Надо жить высоким, вечным. Это на самом деле так. Вот этому же мы учим и детей в музыкальной школе, чтобы дети имели не только вот мультики там или какие-то комиксы, или просто там какие-то игрушки, они еще слушали хорошую музыку, они понимали эту музыку, учим их не только, конечно же, высокой классике, но и, конечно же, нашим татарским таким вот произведениям, чтобы они знакомились и знали ее, и любили, самое главное. Самое главное – любовь. Вот это мы стараемся привить детям. Через свою музыку, через свои произведения, через свое творчество, через свое, так сказать, каждодневное вот это объяснение, это вот это самое ценное – прививать любовь, наверное.